Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Официально введен в эксплуатацию зимних газовиков. Жители Интинского округа уже воспользовались технической автодорогой. Стремительный омикрон атакует. В республике Коми введен ряд ограничительных мероприятий. Жительница Инты перевела телефонным мошенникам около 4 миллионов рублей. Сотрудники полиции призывают горожан к бдительности. Вышивка всерьез и в радость. Интинская мастерица радует горожан настоящими произведениями искусства. Открылась зимняя автодорога по маршруту Инта-Печора-Инта. Теперь автомобилисты могут выехать в соседний город на личном транспорте. Проезд по зимнику осуществляется организованными группами на безвозмездной основе. Несколько лет подряд муниципалитет заключает соглашение с газовой компанией, которая занимается содержанием и обслуживанием технической дороги. В конце прошлой рабочей недели был отправлен первый рейс с сообщением Инта-Печора. Более 20 машин организованной колонной в сопровождении спецтранспорта Печорского линейного производственного управления магистрального газопровода отправились по зимнику. 20 января первая колонна из Печоры до Инты уже проехала. Порядка 15 машин. Проехали хорошо, никто не жаловался, то есть прибыли в Инту. Все хорошо с сопровождением. Сегодня, 21 января, уже колонна идет из Инты в Печору, 20 машин. И вот сейчас всех проверяют, инструктаж, и колонна пойдет также с сопровождением. То есть дорогу перед этим газовая компания готовит. Еще раз от всех интинцев хочу выразить благодарность за такую возможность. Кто желает выехать, и могут это сделать. Дорога обустроена, поэтому огромное спасибо. Все машины должны быть полностью исправны, укомплектованы аптечкой и огнетушителем, иметь знак аварийной остановки и буксировочный трос. Необходимо также иметь запаску, домкрат, лопату и полный бак топлива. Водитель должен дополнительно запастись комплектом теплой одежды. Наличие всего перечисленного проверяется непосредственно перед выездом. У нас есть регламент, который утвержден Газпромтрансгаз-Уфта. По нему каждая машина должна иметь лопату, огнетушитель, буксировочный трос и заправленный полный бак. И знак аварийной остановки. И проверяю документы водителей, потому что я им выдаю пропуска на проезд на ультрассовом проезде, чтобы соответствовало, чтобы я убедился, что этот человек выдает себя за того, кто он есть. Все машины едут организованной группой в сопровождении специального транспорта газовиков. Колонна преодолевает несколько постов охраны, и без пропуска миновать их не получится. В случае непредвиденной ситуации, аварии или поломки, никто из водителей без помощи не останется. Головная машина впереди будет вас сопровождать. Замыкающая будет машина. Не обгоняйте. В охране работал, знаю. Вот. Не обгоняйте, никаких уклонений с маршрута. Топливный бак будет. Проезд занимает примерно 4–4,5 часа. Но я считаю, что организованная колонна без происшествий, безопасно, все доедут, и здесь лучше немножко подольше, но безопасно. Первый рейс состоял из совершенно разных машин. Было несколько КАМАЗов, машины отечественного автопрома и иномарки. Главная задача водителя – правильно подготовить автомобиль и полностью его заправить. В памяти указано это обычный набор автомобилиста, да? Аптечка, огнетушитель, лопата, трос буксировочный. Олег взял с собой дополнительно еще 20 литров бензина и запаску. Едет он до Печоры. Мужчина планирует оставить машину в соседнем городе до своего отпуска, чтобы потом отправиться путешествовать по России на своем транспорте. Его друг Михаил едет чуть дальше, до Кирова. Для него это первая поездка по зимней автодороге. Первый раз мы едем. Вот я хочу поблагодарить администрацию, что организовывает вот такие поездки. Это помогает очень народу. Вот в плане вот это, чтобы железной дорогой не отправлять за такие большие деньги. Я до Кирова еду, машину подготовил хорошо. Вот. Так что думаем, все будет прекрасно.
Несколько интинцев навсегда покидают город. Они решили воспользоваться возможностью и перевести личный автотранспорт по зимней автодороге. У всех цели разные. Кто-то на техосмотр выезжает, кто-то по своим делам едет, кто-то машину выгоняет. Ну, то есть причины разные, поэтому все по своим причинам. Проезд по Зимнику осуществляется на безвозмездной основе. Даты рейсов определяются совместно с Печорским линейно-производственным управлением магистрального газопровода по мере поступления заявок и формирования организованных групп. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 671 77. Прием заявок от водителей осуществляется в администрации округа в кабинете номер 222. Внесены новые изменения в указ главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности. В связи с распространением омикрон-штамма коронавируса в регионе усилены антиковидные меры. Приостановлена работа кинотеатров. Спортивные и культурные мероприятия проводятся без участия зрителей. Новые ограничения затрагивают деятельность учреждений культуры. Согласно новым изменениям, с 21 января до улучшения эпидемиологической обстановки во Дворце культуры и техники приостанавливается работа кинозала. Творческие коллективы учреждений клубного типа, центров досуга, социокультурных центров, театральных и концертных организаций могут проводить мероприятия и радовать ценителей искусства, но в онлайн-формате без участия зрителей. Все приобретенные до этой даты билеты, в том числе и по Пушкинской карте, можно вернуть в соответствии с порядками о возврате билетов учреждений, на мероприятия которых они были оформлены. Да, сначала ограничения у нас коснулись наших учреждений культурно-досуговой деятельности. Это наш Центр национальных культур и Дом культуры. Думаю, что интинцы знают уже, что мы пока приостановили деятельность нашего кинотеатра и наших больших концертов. Мы вынуждены работать без зрителей. Сегодня пришел документ, который регламентирует работу в нынешних условиях. Это нашего музея интинского и наших библиотек и архивов. К сожалению, мы вынуждены сейчас опять уйти в онлайн. Библиотеки работают на выдачу и прием книг, архивы работают по записи. Также возможно посещение Краеведческого музея, но не экскурсионными группами, а одиночными посетителями до 5 человек. Спортивные мероприятия, соревнования, первенства будут проводиться без участия зрителей и болельщиков. Занятия в секциях не отменяются. Тренажерные залы, плавательные бассейны продолжают работать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Та эпидемиологическая обстановка, которая у нас сейчас в Республике Коми складывается, она не очень благоприятная, поэтому каждый раз вносятся изменения, дополнения в указ главы. Последними изменениями в указ главы Республики Коми были внесены изменения в части и учреждений спортивной направленности. В частности, с 21 января до особого распоряжения главы Республики Коми все спортивные мероприятия проводятся, но без участия зрителей. Также все секции работают, все платные услуги, все работает. Единственное, еще раз напомню, что у нас продолжается также вход по QR-кодам, то есть либо переболевшего, либо сделавшего прививку, либо имеющего ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до мероприятия. Все запланированные соревнования, согласно нашему календарному плану, они проводятся, но еще раз подчеркну, без участия зрителей. Работодателям необходимо обеспечить перевод сотрудников в возрасте 60 лет и старше, а также лиц с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом на дистанционную работу, если это не нарушает режим функционирования организации. А также рассмотреть возможность проведения обследования работников на COVID-19 не менее 3 раз в неделю. По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Коми Игоря Дягилева, срок ПЦР-тестирования на COVID в городах составляет 24 часа. Для определения вируса в отдаленных территориях будут использоваться экспресс-тесты. Медицинские учреждения республики обеспечены именно 3 месяца. Закрытый режим работы введен в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, стационарных отделениях, предцентрах по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения.
Вакцинация по-прежнему остается самым надежным способом защиты от ковида. На данный момент около 13 тысяч интинцев привились первым компонентом и чуть менее 12 тысяч вторым. Коллективный иммунитет к коронавирусу в Коми превышает 70%. Но, как сказал начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Рамен Галимов, такого показателя удалось достичь не столько за счет вакцинированных, сколько за счет переболевших. Последних в республике по статистике больше. Срок необходимой вакцинации истек еще 30 ноября. Постановлением главного государственного санитарного врача была определена именно эта дата. Изменения в постановление не вносились, поэтому уже сегодня те предприятия, которые подвергаются государственному контролю со стороны Роспотребнадзора, оцениваются в плане выполнения данного постановления. Никаких продлений не предполагается. Рамен Галимов отметил, что темпы прививочной кампании в республике неудовлетворительные. Обязательную вакцинацию игнорируют предприятия из сферы услуг и торговли. Начальник отдела управления Роспотребнадзора добавил, что подсчитываются полностью иммунизированные граждане. В их число входит и та часть, которая вакцинировалась однократно до конца октября спутником Light. Напомним, с 1 декабря прошлого года непривитых от коронавируса сотрудников отраслей здравоохранения, образования, услуг и общепита должны были отстранять от работы. Сроки решением оперштаба в Коми продлили до 1 февраля 2022 года. В декабре 2021 года в республике ввели обязательную вакцинацию пожилых. Привиться жители Коми 60 лет и старше, не имеющие медотвода, должны до 1 февраля 2022 года. И в продолжении темы вакцинации в республику Коми поступила первая партия вакцины против коронавируса для подростков «Спутник-М». В регион завезли 480 доз. В ближайшее время препарат будет распределен и направлен в города и районы. Ранее в республике проведен опрос и сбор согласий родителей на прививку детей от COVID-19. Вакцинация детей до 15 лет от COVID-19 должна проводиться в добровольном порядке при наличии письменного заявления одного из родителей. С 15 лет подросток вправе самостоятельно принимать решения. После получения согласия вакцинация будет проводиться в медицинских пунктах школ, колледжей и в детских поликлиниках. Перед прививкой каждого ребенка осмотрит педиатр. Напомним, в ноябре 2021 года Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник-М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из 2 компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Минздрав России принял решение о регистрации вакцины ГАМ-ковид-ВАК-М «Спутник-М» по итогам всех необходимых клинических исследований, в ходе которых ГАМ-ковид-ВАК-М показал высокую безопасность и эффективность и на основании положительного заключения экспертов. Безопасность детской вакцины от центра Гамалеи подтвердили независимые эксперты и российский Минздрав. По словам директора центра Гамалеи Александра Гинзбурга, во время клинических исследований детской вакцины выявили незначительные побочные эффекты. Повышение температуры тела до 37,3 градуса. Мой выбор – мое будущее. Какие общественные территории, скверы, тротуары, площади должны преобразиться в следующем году, зависит от интинцев. Руководство округа призывает жителей Приполярья принять участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Чтобы город стал красивым, уютным и комфортным, нужно проявить активность и сделать свой выбор. С 20 января стартовал отбор объектов благоустройства на 2023 год. Общественное обсуждение перечня общественных территорий, которые будут включены в дальнейшем в рейтинговое голосование территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды и национального проекта «Жилье и городская среда». В течение месяца интинцы смогут отдать свой голос за желаемый объект благоустройства. С 2017 года у нас проводится реализация федерального проекта формирования комфортной городской среды на территории МУГО-ИНТА. С 2018 года это стало национальным проектом «Жилье и городская среда», и называется теперь «Формирование комфортной городской среды». Ежегодно мы принимаем в этом участие, и с 2017 года мы уже отремонтировали порядка 6 общественных территорий, более 20 дворовых территорий.
на территории МУГУ-НТ. На этот год у нас также запланирована одна общественная территория, это тротуары по улице Куратова и 2 дворовые территории. С 20 января по 20 февраля у нас проводится общественное обсуждение территорий, перечня территорий, планируемых к реализации в 2023 году. Я попрошу жителей нашего города принять активное участие в данном голосовании. Проголосовать можно по ссылочке на нашем официальном сайте adminta.ru. Реализация федеральной программы формирования комфортной городской среды началась по всей России в 2017 году. За эти годы преобразились многие дворы, парки, скверы, улицы и общественные территории. Сейчас у интинцев есть возможность высказать свои предложения относительно приоритетного обустройства общественных территорий на предстоящий год. По итогам этого общественного обсуждения мы выберем 2 либо 3 территории, которые у нас будут принимать рейтинговое голосование уже на федеральной платформе «Городская среда». Об этом мы дополнительно будем оповещать жителей нашего города. Из этих 3 территорий мы выберем уже, скорее всего, 1 территорию, которую мы будем благоустраивать в 2023 году. Все зависит от нас самих, что мы будем делать в 2023 году. То есть, как мы проголосуем, то мы и будем делать. Проголосовать можно на официальном сайте МУГУ-НТ. На главной странице найти виджет «Мой выбор. Мое будущее». В выпадающем окне выбрать ссылку на обсуждение, опросы и оценки. В перечень общественных территорий, которые в перспективе будут включены в рейтинговое голосование, вошли 15 объектов. Тротуары по улицам Мира и Куратова, за исключением участков, отремонтированных в предыдущие годы. Тротуары по улицам Промышленная и Полярная, площадь Ленина, улицы Горького и Кирова, несколько придомовых территорий и многие другие объекты, требующие ремонта. Обсуждение будет длиться вплоть до 20 февраля. Наиболее популярные ответы попадут в рейтинг единой онлайн-платформы для голосования 11городсреда.ру. Несмотря на многочисленные предупреждения о мошенничествах, граждане упорно продолжают попадать в различные неприятные ситуации. Пострадавших от телефонных жуликов меньше не становится. Интинские следователи возбудили очередное уголовное дело по факту мошенничества. В дежурную часть ОМВД поступило заявление от 42-летней местной жительницы, у которой обманным путем похитили почти 4 миллиона рублей. Представители правоохранительных органов и средств массовой информации постоянно рассказывают интинцам, как обезопасить себя и своих близких от мошенников. Но доверчивые жители продолжают общаться с подозрительными незнакомцами по телефону, участвовать в сомнительных финансовых операциях и обогащать мошенников на миллионы рублей. Следователями ИНТы возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на сумму почти 4 миллиона рублей. В дежурную часть МВД России по городу Инте поступило заявление от 42-летней женщины, у которой обманом похищены почти 4 миллиона рублей. Как следует из объяснения женщины, в начале января ей поступил звонок от неизвестного абонента. Звонивший представился сотрудником полиции и сообщил, что на ее счета покушаются злоумышленники. А правоохранители в настоящее время занимаются поиском банды, которая занимается мошенничествами. Затем авторитетный собеседник добавил, что далее жительницы Инты будут звонить представители различных организаций, и ей необходимо будет делать все, что ей скажут. После, в течение нескольких дней, заявительницу атаковали звонками незнакомцы, которые в том числе представились работниками банка. Для защиты сбережений потерпевшие рекомендовали перечислить имеющиеся денежные средства на сторонние счета, а также оформить кредиты. В итоге женщина перевела злоумышленникам порядка 1,5 миллиона собственных средств и еще 2 миллиона 400 тысяч рублей, полученные взайм в 2 банках. Стоит отметить, что при оформлении кредитов специалисты банка интересовались у клиентки, для каких целей ей требуются денежные средства. И, может быть, ей звонят мошенники. Но заявительница, имея инструкцию телефонных собеседников о неразглашении информации, поясняла, что деньги необходимы для личных нужд. Лишь спустя некоторое время, когда сумма перечисленных денежных средств достигла баснословных размеров, интинка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления. Указанное преступление у нас заявляет 30% от общего количества. Сложность в основном заключается в том, что преступники находятся за пределами субъекта, как правило, на территории Российской Федерации, иногда даже за пределами Российской Федерации. В основном сложность заключается только в этом. Сотрудники правоохранительных органов советуют не доверять звонкам от незнакомцев, которые сообщают о проблемах с вашими банковскими картами и счетами. Не переводите денежные средства на сомнительные счета. Если вам сообщают о якобы незаконных действиях в отношении ваших сбережений, незамедлительно прекращайте разговор и звоните в полицию или на горячую линию банка. В первую очередь должно вызвать сомнение то, что работник кредитно-финансовой организации просит у вас подтвердить или опровергнуть наличие каких-то финансовых операций. Надо всегда понимать, что ни одна законно действующая кредитно-финансовая организация не требует, сотрудники службы безопасности, которые не требуют у вас подтвердить или опровергнуть ту или иную операцию, а также не связываться с вами для получения каких-то паролей, кодов, то есть данных ваших персональных. То есть всегда это делают в основном жулики, которые хотят получить ваши персональные данные для того, чтобы иметь доступ к банковским счетам и впоследствии похитить у вас денежные средства. В первую очередь должно насторожить при разговоре с потенциальным лжесотрудником банка его интерес чрезмерный, его какие-то попытки узнать у вас установочные данные под видом посещения тех или иных операций. В это время надо прекратить диалог и позвонить при сомнениях любых абсолютно в дежурную часть полиции, где сотрудники дежурной части подключат соответствующих компетентных лиц, которые, соответственно, проверят или опровергнут факт совершенного преступления. В последнее время социальные сети пользуются большой популярностью. Здесь происходят знакомства, общение, оказываются различные услуги. Многие люди чувствуют себя комфортно в онлайн-пространстве. При этом специалисты настоятельно рекомендуют устанавливать настройки приватности, дополнительные пароли и не терять бдительность. Не менее распространенный в настоящий момент это общение в ходе социальных сетей, где лица представляются гражданами порой других субъектов или иностранных государств, и в ходе общения с потенциальным потерпевшим просят перевести им для тех или иных нужд определенную сумму денег, впоследствии намереваясь приехать для совместного проживания на территории города, либо, соответственно, иные какие-то преследуют цели. Надо особенно понимать, что не всегда порой лица, которые ведут с вами переписку, являются теми, за кого себя выдают, соответственно, и всегда иметь определенную бдительность в этом плане. Телефонные и цифровые преступники придумали множество схем, как обманным путем можно выманить деньги. Размещая детальные сведения о себе в социальных сетях, пользователи доверяют их тысячам людей, далеко не все из которых заслуживают доверия. В России началась декларационная кампания. Отчитаться о доходах, полученных в 2021 году, гражданам необходимо до 4 мая. Форму 3 НДФЛ можно подать в налоговый орган по месту своего учета или через многофункциональный центр «Мои документы». Декларацию также можно заполнить онлайн в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году гражданин, например, продал недвижимость, которая была в его собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Также о своих доходах в данный период должны отчитаться индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающие частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. При этом физические лица, получающие доходы как самозанятые, не предоставляют декларации и не обязаны отчитываться о них в рамках декларационной кампании. Также в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 000 000 рублей и иного имущества до 250 тысяч рублей в год налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию. То есть это тоже нововведение, которое вступило в силу с этого года. При этом физические лица, получающие доходы как самозанятые, не представляют декларацию и не обязаны отчитываться о полученных финансах в рамках декларационной кампании. При нарушении сроков подачи декларации уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа и пени.
Представить декларацию о доходах необходимо до 4 мая 2022 года. Декларация предоставляется по форме 3 НДФЛ, налоговый орган по месту своего учета. Либо можно представить через МФЦ, либо направить почтовым отправлением, и также через личный кабинет налогоплательщика. Если же при расчете данного дохода была исчислена сумма к уплате налога, то есть оплатить НДФЛ, необходимо будет до 15 июля 2022 года. Обращаем внимание на то, что данные сроки не распространяются на получение налоговых вычетов. Для этого направить декларацию можно в любое время в течение года. Комитет Республики Коми по тарифам подготовил обновленный проект приказа об установлении фиксированных тарифов по перевозке грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом Коми Авиатранс воздушными судами типа Ми-8. Проект находится на стадии публичных обсуждений и размещен на интернет-портале проектов нормативных актов и законодательных инициатив. Каждый желающий может высказаться по поводу проекта приказа и оставить свои предложения. В списке пассажирских и грузовых маршрутов, который был утвержден еще в ноябре 2020 года, появились два новых маршрута – Усинск-Инта и Инта-Усинск. Тариф на перевозку пассажиров в одну сторону составляет 2500 рублей. Как говорится в пояснительной записке, тарифы в фиксированном размере ниже себестоимости перевозчик обосновывает обеспечением социальной доступности авиаперевозок для жителей Коми. В Комитете Республики Коми по тарифам также отметили, что уровни цен являются проектными и могут быть скорректированы на заседании правления МинЖКХ, в том числе в случае представления регулируемой организации дополнительных материалов. Вышитые пейзажи и натюрморты, портреты и жанровые сцены. Интинские мастерицы не перестают удивлять горожан своими талантами и умением творить настоящие произведения искусства. Рукодельница Жанна Заплатина представила на выставку более 60 удивительных работ, сделанных своими руками. В минувшую пятницу в Центре национальных культур состоялось открытие первой персональной выставки Жанны Заплатиной «Вышивка всерьез и в радость». Автор экспозиции, искусная мастерица-вышивальщица Жанна Викторовна отдала любимому увлечению более 20 лет. Но это хобби покорило ее сердце совсем случайно. Я очень любила вязать. Я предпочитала скандинавское вязание. Очень много жгутов, очень много рисунков, и была этим довольно и счастлива. Детки мои ходили обвязанные, из шерсти костюмчики, из ниточек ирис летние платьица. До тех пор, пока я не познакомилась с Нижегородцевой Натальей Владимировной. Когда я пришла к ней в гости, я увидела первый раз, что такое картины. Я говорю: Наташа, что это? Она говорит: это мои работы. Как твои? Она говорит: вот это вышивка крестом. Я говорю: а ты, наверное, рисуешь хорошо? Она говорит: нет, я не умею рисовать. Я говорю: а как вот это создавать и не уметь? Она говорит: это схемы. Показала мне схемы, показала чем. Я настолько была впечатлена. Пришла домой, рассказала о семье, где я была, что я видела. И спала ночь спокойно. А на следующий день Наталья Владимировна пришла и подала мне иголку, нитки, схему. Вышивай. Я вообще не умею вышивать. Попробовала, понравилось. Потом Наталья Владимировна, когда я закончила, она сказала: ты знаешь, что ты сделала сложную работу? Я говорю: это сложно. А еще сложнее. Осилю или не осилю. И пошло, и пошло. И чем дальше, тем больше. И начала я вышивать где-то с 2000 года. И вот за свою почти 20-летнюю стаж вышивальщицы, мои работы я ей предоставила здесь, на персональную выставку. Жанна Викторовна у нас выставляется уже не в первый раз. До этого она участвовала в мастерах года, занимала первые места, в том числе приз зрительских симпатий. В этом году заняла первое место по вышитым картинам. Теперь мы рады видеть ее у нас снова, но уже с персональной выставкой. На выставке экспонируется более 6 десятков творений мастерицы, картины и подушки. Вышивание для автора выставки не только потребность души, но и желание выразить свое восхищение окружающей красотой. Из разноцветных клубков в руках рукодельницы рождаются прекрасные произведения, передающие все многообразие красок природы. Сюжеты работ многообразны: портреты, изображения животных, живописные пейзажи и натюрморты, жанровые сцены.
Это может быть портрет, это может быть природа, это может быть щенок, подкидыш, трудный день. Поэтому все зависит от настроения. Потому что, хотя некоторые работы, например, «Белые розы», видела их в каталоге, не впечатлили. А когда увидели готовую работу, Валя Кормуш принесла: девчонки, хотите посмотреть? Ну кто ж от такого откажется? И все, и поняли, что, слушай, это значит надо. Поэтому главное, чтобы работа нравилась. Жанна Викторовна признается, что выбирает сюжеты, созвучные своему душевному миру. Рукодельница пользуется всегда готовым рисунком, но простым копированием схемы порой не ограничивается, проявляя творческую индивидуальность в вариациях цветового решения. Меня Наталья Владимировна научила, мы начинали с самоподбора. Это берется схема и нитки сам подбираешь. Вот это было сложно. Это потом уже пошли наборы, потому что тягаться мне с компьютером, допустим, я бы не смогла тягаться с компьютером. Это моя наставник по работе, мой ангел, который меня впечатлил, научил, и мы с ней до сих пор общаемся. Это человек в моей жизни очень большое значение. И как по работе она была крановщицей, и я крановщица, и она была моим наставником. Но так получилось, что и по работе, и по вышивке. Ну и просто у нас настолько общие интересы, настолько мы даем много друг другу, что при общении просто мы теряем реальность времени, время летит незаметно. Картина «Фруктовый венок» была первой и, как отмечает автор, достаточно сложной для новичка. Спустя годы творчества хобби захватило и дочерей Жанны Викторовны. Мамино творчество мне очень нравится. Я сама как пару лет перенимаю опыт, как начинающая вышивальщица могу сказать, что до ее уровня мне очень далеко. Оформление тоже стараюсь так же делать. Во всем стараюсь подражать. Изготовление каждой работы – процесс трудоемкий и длительный. На картину у рукодельницы уходит несколько месяцев, порой и до полугода. Сколько умений и стараний, добрых замыслов и положительной энергетики хранят в себе вышитые работы. Я не смотрю на время. Единственное, знаю, что когда я вышивала у чужого окна, мне на глаза попалось стихотворение. И оно меня захватило настолько, что мне так захотелось сделать работу. Вот эту работу я делала 5 месяцев и 20 дней. Что-то за 4 месяца можно сделать, что-то за полгода. От сложности зависит, от размера зависит, от желания зависит. А желание есть всегда, и когда ты видишь, что у тебя получается, хочется еще, хочется быстрее. Как вам сказать, заботы хозяйки с меня тоже никто не снимает, поэтому приходилось и деток воспитывать, и лечить, и готовить, все как у всех. На сегодняшний день хобби переросло в нечто большее для Жанны Викторовны и стало частью жизни. Творения мастерицы не просто светлы и красивы. Они дарят тепло рук и души их автора, ее жизнеутверждающую энергетику, удивительно добрый и светлый взгляд на мир, душевную искренность и чистоту. То у нее работы уже оформлены, были подготовлены, то есть большое количество работ. Хочу отметить, что оформление очень высокого уровня. То есть это не просто там вставил в рамочку, все, багет подбирается, покупается в других городах, заказывается стекло. То есть все на таком уровне, что это действительно нужно увидеть людям. То есть, может быть, другим мастерам. Каждая картина как отражение души. Можно с помощью картины выразить разные эмоции, разные чувства. Это отражение души. Искусные работы привлекают внимание разнообразием сюжетов, безупречностью исполнения и тщательностью проработки деталей. Выставка будет экспонироваться вплоть до конца февраля. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.